Смешанные чувства пережили те, кто смотрел выступления молодых артистов, участников третьего республиканского конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». Большой талант, но в то же время абсолютная беспомощность перед преградами, которые для здорового человека совсем несущественны. Таким особым детям жизненно необходимо, чтобы рядом всегда находились помощники. Инклюзивное или включенное образование подразумевает именно это. Другими словами, доступность общего образования для всех в части приспособления к потребностям каждого ребенка вне зависимости от состояния его здоровья. Сегодня в республике проживают около 15 тысяч детей-инвалидов, многие из которых обучаются в коррекционных школах. Но не изоляция ли это от сверстников и общества? Этот вопрос обсуждали на республиканской научно-практической конференции с участием ученых и специалистов в области инклюзивного образования из регионов Российской Федерации, инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями, состояния и перспективы. Об актуальности и остроте рассматриваемой проблемы свидетельствовал масштаб конференции. В числе ее гостей были заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Лилия Гумерова, председатель комитета Госсобрания Курултая Республики Башкортостан по социальной политике и здравоохранению Альбина Бурангулова, председатель попечительского совета благотворительного образовательного фонда Мархамат Гульшат Хамитова, директор Института проблем интегративного образования, эксперт ЮНИСЕФ в области инклюзивного образования Светлана Алехина. В ходе работы конференции были подняты вопросы организационно-управленческой специфики инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании, межведомственного взаимодействия в инклюзивном процессе детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование – это пока что, к сожалению, остается в большей степени декларацией, нежели возможностью детям с ограниченными возможностями получать образование наряду со своими сверстниками. Социум должен измениться, и сама среда должна быть адаптирована под потребности и под возможности этого человека. Система отношений, средств, сервисов должна измениться для того, чтобы этот человек мог быть вместе с нами и рядом с нами, а не сегрегирован, не автономизирован, не изолирован в каких-то специальных, созданных для них и проявляющих их однородность и однообразие условиях. Мы идем достаточно медленно для того, чтобы понимать, что с очень богатой платформой специального образования в России мы должны сохранить коррекционную школу. Нынешние студенты БГПУ, завтрашние учителя, в чьих классах наравне с остальными будут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. От них зависит гармоничное развитие и образование всех детей без исключения. Поэтому важность проведения подобных конференций именно в стенах Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы неоспорима. Будущее страны в наших руках.